Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Петр Васильев. Каковы причины рака? Поддается ли он по наследству? Куда надо бежать? И какие анализы сдавать, чтобы выявить у себя онкологию на ранней стадии? Как работают онкологические диспансеры? Кто может в него обратиться? Сегодня ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с заместителем главного врача Республиканского онкологического центра, врачом-онкологом Татьяной Жарниковой. Добрый вечер, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Во-первых, в очередной раз хочу поздравить с открытием этого грандиозного здания онкологического центра в нашей республике. Ждали мы его давно, я думаю, и врачебная общественность, и пациенты с онкологией, и просто все неравнодушные жители республики. Я предлагаю для начала посмотреть сюжет наших коллег о том, как проходило открытие этого большого объекта. В Якутии специализированную помощь пациентам с онкологией начали оказывать с 1950 года. Тогда онкологический диспансер размещался в старом здании бывших яслей, а на лечение и обследование больных было выделено 25 коек. Затем были переезды в так называемые малосемейки и корпуса, разбросанные в разных районах города. Строительство единого медицинского центра, который будет оказывать помощь пациентам с онкологией, стартовало в 2017 году. И вот спустя почти 7 лет строительства здание распахнуло свои двери. Я буквально в субботу разговаривал с министром здравоохранения России Михаилом Ильичем Мурашко. Он еще раз поблагодарил всех тех, кто участвовал в создании этого замечательного центра. Еще раз выразил уверенность в том, что онкологическая служба Якутии, получив такое здание, конечно же, сделает колоссальный рывок вперед. Участие в открытии по видеосвязи принял президент России Владимир Путин, отметив, что это еще один шаг к повышению доступности и эффективности такой помощи. Главная задача, конечно же, сделать этот центр не только красивым, но и высокотехнологичным, передовым для нашей республики, для наших жителей, чтобы наше население могло получать высококвалифицированную медицинскую помощь по профилю онкологии, начиная от диагностики злокачественных опухолей, от самых сложных методов исследования, лабораторной диагностики, рентгенологических методов исследования до лечения, сложного хирургического лечения. С первых же дней после открытия стартовал прием пациентов. Это уже порядка 40 человек. Причем приезжают как пациенты из города, так и из разных районов республики. Все они отмечают высокий профессионализм врачей и передовое качество самого центра. Мы, жители Якутии, очень рады, что построили нам такой большой, просторный, светлый центр онкологии. И благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту Айсану Сергеевичу от жителей Якутии. Сегодня онкоцентр – это 8 операционных залов, стационар на 180 коек и поликлиника на 210 посещений в смену. В общем и целом 25 тысяч квадратных метров, оснащенных самым современным оборудованием. Всего в распоряжении врачей онкоцентра 1880 единиц самого высокотехнологического оборудования. Это и компьютерные томографы, и магнитно-резонансные установки, и ангиографические. Ну и даже самая настоящая жемчужина онкоцентра – вот этот 260-спектральный компьютерный томограф, аналогов которому нет на всем Дальнем Востоке. Этот аппарат позволяет выявить даже самые мелкие очаги заболевания. В течение месяца поэтапно в работу введут стационарное отделение. Однако онкодиспансер уже стал крупнейшим подобным медучреждением на Дальнем Востоке. А это значит, что теперь якутяне смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Татьяна Николаевна, в самом начале хочу спросить, какие впечатления? Впечатления, конечно, очень самые радужные, потому что действительно мы этот диспансер ждали очень долго. И наши пациенты, не только врачи и медицинский персонал, потому что это теперь свое родное здание, которое у нас практически никогда не было. А где до этого размещались? До этого размещались на Свердлова 3/2. Это было малосемейное общежитие, пятиэтажное здание, где располагалось и хирургическое отделение, и поликлиническое отделение, гинекология, химиотерапия и диагностические службы. То есть достаточно небольшое здание, пятиэтажное. К сожалению, оно было без лифта. И после операции переносили на руках пациентов. То есть это было достаточно сложно. Потом в 2018 году мы переехали в здание городской клинической больницы. Там, конечно, типовое медицинское здание, да, и мы там
5 лет, чуть больше, чем 5 лет мы там хорошо жили. И вот, наконец-то, мы сейчас работаем в новом онкодиспансере. И у нас, конечно, радиологическое отделение на Феликса Кона, оно располагалось. Его было типа как онко-1, когда была реорганизация. И его заново тоже, ну, как бы... Реконструировали? Да, реконструировали. Была реконструкция, там достроено было, установлено МРТ, КТ, чего раньше, допустим, у нас не было. То есть вот потихонечку с 2017 года у нас идет плановое улучшение. Ну, история большая, и она с трудностями, которые успешно преодолели в том числе и государственной поддержки. Татьяна Николаевна, хочу спросить. В начале февраля президент России Владимир Путин дал старт работе официальной онкоцентру. Вот прошло чуть больше 2 месяцев. Как работает сегодня онкодиспансер? Ну, в диспансере у нас открыто поликлиническое отделение. Оно начало работать практически сразу после открытия. Также у нас там работает отделение противоопухолевой лекарственной терапии, 1 и 2 отделение, и дневной стационар химиотерапевтического отделения. И вот в ближайшее время ждем переезда полностью хирургического профиля. Также лаборатории там работают клинические, патологоанатомическая лаборатория, цитологические лаборатории и лучевая диагностика там полностью проводится. Ничего себе, там прямо лаборатория уже встроена? Конечно, там все есть. Ух ты. То есть пациенты получают там и амбулаторную, и постоянно стационарную помощь? Да. А как вот эти самые пациенты к вам попадают? Как попасть в онкодиспансер, если, собственно, есть определенные заболевания? Ну, у нас есть приказ по маршрутизации, который разработал Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия, где можно, например, пациента направить к нам в диспансер с поликлинических учреждений или с районных улусных больниц. Также у нас есть кураторы улусов и поликлиник. Когда у нас есть какие-то вопросы у этих врачей, они могут сделать или медицинскую консультацию, расписать пациента, жалобы какие, анамнез, какие-то есть клинические обследования. И куратор-онколог, он подскажет, что нужно, необходимо. Если у пациента есть какие-то показания к заболеванию, то есть к обследованию, он предлагает этому врачу записать его на обследование. Татьяна Николаевна, я хочу напомнить и вам, и нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Соответственно, задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Давайте поговорим на такую достаточно серьезную тему. Онкология все-таки раньше, возможно, стереотипно считалась болезнью курильщиков, ну, в моем понимании. И это обычно ее болели те, кто злоупотребляет теми и иными веществами. Вот какой сегодня портрет, так скажем, пациента с онкологией? Молодеет ли заболевание, стареет? Ну, к сожалению, заболеваемость, она у нас, конечно, и в молодом возрасте стала больше выявляться. Раньше где-то средний возраст заболеваемости у мужчин 65-69 лет, у женщин 70-74 года. Но, к сожалению, рост среди молодого населения все-таки есть. Пациент, он обыкновенный, стандартный человек, который вот ходит между нами, то есть он ничем не отличается. И, к сожалению, очень долго они не обращаются, скрытое заболевание, потому что ничего не болит. Злокачественная опухоль, она не болит. И если, например, когда мы берем пациентов, которые идут с экстренной хирургической, у них есть боль, которую они не хотят терпеть, они сразу обращаются в экстренную службу, то злокачественная опухоль, она не болит, не дает о себе знать. И если это даже наружная локализация, не все обращают на это внимание, да, то что говорить о патологии, которые находятся в брюшной или грудной полости. Вот. А также, к сожалению, у нас ежегодно выявляется около 30 детей с онкологическими заболеваниями. Где-то 258 на сегодняшний день состоит на учете детей. То есть ну, и заболеваемости среди детей тоже? Конечно, да. Но чаще всего это кроветворная, лимфоидная. Татьяна Николаевна, вы сказали, что пациенты не обращаются по большей части, потому что ничего не болит. В большинстве своем, да. А вот вы как специалист, как определить вот боль, которую причиняет именно онкологическое заболевание? Потому что, ну, условно, я, конечно, может, сейчас абсолютно неправильно скажу, болит голова, мы лезем в Яндекс или в Google, что он нам показывает? Рак. Ну вот это вот большая проблема, что у нас все люди очень хорошо пользуются Гуглом, да, и вот это вот они себе, может быть, даже вплоть до канцерофобии. У нас есть такие пациенты, которые так боятся злокачественных опухолей, и они вот прям каждую свою, как любое свое недомогание, они расценивают как уже начало опухоли. Конечно, это
настороженность должна быть и как у врача, и как у пациента, но это не должно быть зацикливание именно на заболевании, потому что онконастороженность, это вот, если со стороны врачебной, то это выявить симптомы, исключить заболевание, да, то есть надо пациенту быть пациенту это регулярная диспансеризация, которая направлена именно на выявление или исключение онкологического заболевания. Когда вот есть какие-то недомогания, нужно посмотреть, но опять же не зацикливаться на этом и в каждом симптоме искать именно рак. А так, конечно, к сожалению, опухоли не болят очень долго. И когда они болят, к сожалению, это уже большая стадия. То есть самое главное – это обязательно своевременно проходить. Обязательно. Диспансеризация должна быть. И у нас сейчас для этого существует очень много возможностей. Каждый год приглашаются на диспансеризацию, и это очень правильно, и должны этим пользоваться обязательно. Татьяна Николаевна, мне подсказывают, что у нас есть вопрос от телезрителя. Я предлагаю послушать и, возможно, на него ответить. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. У меня, служили, и друг у меня на руках погиб. Видимо, у нас связь прервалась, либо человек не договорил, но я надеюсь, что все-таки гость наш к нам еще дозвонятся. Давайте продолжим нашу тему с диспансеризацией. Дает свои плоды? Да, конечно, дает свои плоды, но также еще у нас именно для жителей республики есть уникальная программа, это программа онкопоиск.рф. Это вот та программа, которая позволяет в любом месте человеку пройти именно анкетирование по 6 самым частым встречающимся локализациям. Для вас должен быть только телефон и интернет. Это очень такая уникальная действительно программа, которая была разработана в 2020 году, вот среди этих ковидных, когда вот все были проблемы, когда невозможно было записаться к врачу. То есть пациент мог просто пройти анкету, ответить на 20 вопросов, это занимает около 10 минут. Причем это такие вопросы, которые пациент может и никогда не высказать сам врачу, потому что они для него незначительны. А программа считывает и проверяет, и если человек оказывается в красной зоне, то он тут же предлагает ему записаться на обследование. Причем обследование абсолютно бесплатное, и там можно пройти от общего анализа крови вплоть до МРТ. И это наиболее частая локализация – это рак легких, рак молочной железы, рак шейки матки, рак колоректальной локализации, простаты и печени. То есть это те злокачественные опухоли, которые у нас выявляются с большей частотой. Да. Сейчас вообще запустили программу социально значимый проект, это «Мамино здоровье», который у нас реализуется в комплексной программе «Здоровье семьи». Вы знаете, что этот год семьи, который объявлен, и, конечно, Александр Сергеевич вовсю поддерживает. И эта программа, один из инициаторов этой программы стала Людмила Николаевна, член экспертного совета Минздрава Республики Саха-Якутия. Что эта программа дает? Это женщины старше 40 лет проходят также анкетирование для исключения патологии со стороны рака шейки матки или рак молочной железы. То есть они проходят программу, анкету, и им тоже так же, если в красной зоне, то они точно так же приглашаются на дообследование по своим поликлиникам. Тут же берутся у них жидкостная цитология и делается маммография и консультация, конечно, врача. Также это будет выявлено при помощи этой программы, в каких же улусах у нас есть большая выявляемость той или иной патологии. Необходимо отметить, что онкоскрининг, который мы провели, мы с 2020 года сделали больше 22 тысяч обследований, анкетирований и выявили больше 60 человек, у которых выявлено злокачественное новообразование. И это составило больше 1 на 500 случаев обследований. Если по данным ВОЗ, диспансеризация 1 на 600 случаев, это считается прямо очень хорошо. То у нас 1 на 500, это очень хорошо. Тем самым необходимо отметить, что 60% тех пациентов, которых мы выявили, это были на ранней стадии. То есть эти пациенты пролечатся и будут спокойно дальше жить.
Это не может не радовать, Ну, это Татьяна конечно. Николаевна. Чем больше вот мы таких практик будем вводить, тем больше, я надеюсь, что у нас людей либо избежит этого заболевания, либо все-таки как бы на ранней стадии его... Также еще у нас есть программа «Онкодесант», который делается онкологическим диспансером. И, например, ежегодно выезжают бригады из врачей-эндоскопистов, врачей-гинекологов, онкологов, врачей УЗИ-диагностики и лабораторные службы, которые проверяют пациентов. И, например, в прошлом году у нас выезд был в 14 отдаленных улусов. И проверили примерно более чем 3 800 населения. Из них 247, они уже были приглашены в онкодиспансер по зеленому коридору. И смотрите, 37 пациентов из 247 были выявлены злокачественного образования. В этом году уже вы съездили где-то в 4 улуса, и где-то 600 человек обследовано, и 37 приглашено в республику, сюда к нам. Из них уже у 2 выявили злокачественную опухоль на ранней стадии. То есть это очень хорошие показатели, это дает нам достаточно большую помощь. Ну и самое главное, это дает шанс на выздоровление. Татьяна Николаевна, мне подсказывают, что у нас есть еще один звонок от наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте вопрос. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. В связи с вводом в действие нового онкоцентра, это, конечно, очень хорошо. Я сама онкопациент. У меня в 2017 году была операция. Я очень благодарна хирургам Иреевой Светлане Анатольевне, Наумовой Анжелике Илларионовне, по-моему, может, я неправильно говорю, да. Но в прошлом году у моего мужа обнаружили онкологию. И мы не то что неоднократно, весь год ходили на прием в поликлинику. Планируется ли с вводом нового корпуса, нового здания привлекать каких-то специалистов из других регионов, из Москвы, Питера, может быть, даже из-за рубежа, из Кореи, да, куда многие наши якутяне ездят, поскольку в поликлинике очень молодые врачи, и, конечно, у них не хватает опыта, может быть, и практического, и жизненного. Хотелось, чтобы ввели какое-то такое новое новшество, чтобы привлекались какие-то очень такие, ну, хорошие, опытные специалисты из других регионов, может быть, других стран. Спасибо. Татьяна Николаевна, ну я, наверное, вступлюсь в защиту наших врачей. Я думаю, у нас есть опытные, не обязательно нам кого-то приглашать из регионов. Вот давайте ответим на вопрос нашего телезрителя и, собственно, подтвердим, кто у нас работает. У нас работают очень высококлассные специалисты, хирурги, гинекологи, хирурги-онкологи, которые на сегодняшний день выполняют большой спектр именно высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается нашему населению. И с каждым годом оказание высокотехнологичной медицинской помощи у нас растет. И практически оперируется на всех органах и тканях в онкологическом диспансере. Да? Наши хирурги обучаются постоянно, выезжают за пределы Республики Саха-Якутия, ведущие центры Москвы, Петербурга, Новосибирска. Также у нас наши врачи также выезжали ранее за пределы Российской Федерации. В Японии обучались, в Корее, в Китае обучались наши врачи. Поэтому квалификация наших врачей достаточно высокая. Ну вот, тем не менее, в поликлиниках при маршрутизации же тоже работают врачи-онкологи? Конечно, конечно, да. У нас во всех поликлиниках имеются врачи-онкологи, которые по маршрутизации могут нам направить пациентов. Я вот как раз хотел задать вопрос про тех, кто работает, тех, кто спасает жизни. Наши зрители нас определили. Предлагаю поговорить об оборудовании. Все-таки огромное здание онкоцентра. Не хочу ошибаться в цифрах, сколько оно площади занимает, чем оно буквально оснащено. У нас действительно очень... Наш онкодиспансер у нас сейчас располагается на 26 тысячах квадратных метров. Да? И оборудование у нас действительно уникальное. И наш онкодиспансер
чуть ли не один из самых лучших на Дальнем Востоке на сегодняшний день. Мы говорим о таком оборудовании, которое у нас есть интегрированное операционное, которое во время операции можно посмотреть с любой системой, связаться с Артемисом, который работает в медицинской организации, с Архимедом, можем посмотреть компьютерную томографию, снимки именно сразу в операционной, сделать УЗИ и тоже вывести на экран ультразвуковую картинку. Да? Также у нас есть очень хорошее оборудование, лучевая диагностика. Значит, наш 246-срезовый компьютерный томограф, он один из 3, которых есть в Российской Федерации. У нас также есть маммографический комплекс, тоже очень хороший, ангиографические комплексы, то есть и УЗИ аппараты у нас экстра-класс. Не говоря уже об анестезиологическом оборудовании. Если, например, анестезиологи знают, что такое аппараты Дрейгер-Зевс, то у нас они стоят в этом онкоцентре. А вот этот вот мультисрезовый томограф, в чем его уникальность? То есть можно выявить очень маленькие образования, достаточно, которые сейчас, например, можно пропустить. Например, если 32-срезовый, то 246-срезовый, представляете, 32 среза или 246. Его уже испытали? Или пока еще он стоит и ждет своего пациента? Вводится. Татьяна Николаевна, ну, я, насколько понимаю, 26 тысяч квадратных метров, огромное здание не только для нужд республики, но и для Дальнего Востока, и даже, возможно, для жителей других регионов. Есть ли пациенты? Да, наши пациенты, к нам приезжают и из других и республик, будем так говорить, и из Дальнего Востока к нам приезжают, из Новосибирска. У нас походят пациенты даже из дальнего зарубежья. К нам тоже приезжают. Из Китая у нас лечатся пациенты, из Москвы, из Петербурга к нам приезжают. А если это наши, которые, вот наши пациенты, жители республики, которые выехали за пределы республики, они возвращаются к нам. То есть они там уезжают туда лечиться, да, возвращают долечиваться? Неправильно. Они там живут, а приезжают к нам. Ничего себе. То есть у нас картина, получается, полярно поменялась. Да. Если мы раньше летали в центр, допустим, или вот, как говорят, в ту же Южную Корею, теперь уже Китай к нам приезжает лечиться. Да, и такие тоже есть, которые вот проживают здесь, они получают лечение, и причем они достаточно хорошее лечение, говорят. Ничего себе. Татьяна Николаевна, вы были в составе группы Минздрава, которая ездила на ВДНХ вот буквально неделю назад, представляли там наши медицинские достижения. Допустим, с аблахскими грязями мне все понятно, с хомусотерапией тоже понятно, что представляли онкологи. Ну, онкодиспансер представлял наше открытие, наш онкодиспансер, а также мы представляем, будет у нас помощник виртуальный, который будет помогать пациент приобращается, и к нему его будут проводить, куда ему обратиться, куда пройти. В дальнейшем это будет использоваться в онкоскрининге, также в чтении КТ-снимков, МРТ-снимков. То есть это, насколько я понимаю, искусственный интеллект практически. Да. Как москвичи отреагировали? Они же избалованы. Ой, москвичи, вы знаете, когда так интересно, они все хотели пройти именно наш онкоскрининг. Прям расстраивались, почему мы не можем провести им, почему не можем сделать. И они очень удивились, что это можно, не нужно приходить никуда, то есть не нужно приходить, вставать в поликлинику, подходить к врачу, это можно все сделать онлайн. Они очень ценят свое время, потому что, знаете, расстояния у них очень большие, и говорят, как это хорошо, что вот такие достижения, и что это все можно сделать. А потом им тоже говорили, что все обследование, вы записываетесь в любое удобное для вас время и проходите вот эти обследования, причем это все делается на бесплатной основе при наличии медицинского полиса. То есть для них это было достаточно... Вау. Да, вау, и они хотели вот прямо, как можно, говорит, у вас пройти. Я говорю, ну если вы пройдете это тестирование, то вам нужно будет в Якутск приехать на обследование. Принять-то мы их сможем, да, безусловно. Мы их можем. Такое огромное здание, тем более оно оснащено самым современным оборудованием. Да. Татьяна Николаевна, вы сказали про проект «Онкоскрининг». Есть еще проект «Онкопоиск САХА». «Онкопоиск САХА». Это вот одно и Наш то же. онкоскрининг – это онкопоиск.САХА.РФ. У него, насколько я понимаю, большие уже достижения у проекта «Онкопоиск». Да, у нас обследовано более 22 тысяч
анкетирование прошло, и где-то более 60 выявлено злокачественных новообразований, причем из них где-то 60% на ранней стадии. Это очень хороший Они показатель. параллельно идут с той же диспансеризацией, да, насколько я понимаю? Да, это любой человек может спокойно пройти тестирование в телефоне. Мгм. А если вот согласно тестированию выявляются какие-то подозрения, дальше какие Он действия? сам выбирает, ему программа выдает, у вас есть, например, по такой локализации, есть какие-то изменения, и предлагает пройти обследование. Он выбирает, пациент себе выбирает дату прохождения обследования, и приходит в онкодиспансер, где проходит полное обследование. Татьяна Николаевна, давайте вернемся все-таки к теме заболевания. Я хочу поговорить с вами как со специалистом про саму онкологию или рак, как его еще обычно называют. Поддается ли он профилактике? Да, будем говорить, что есть наследственные заболевания, которые будут стопроцентно приводить к злокачественным образованиям. Это, например, Анджелина Джоли, небезызвестная, да, у которой у бабушки, у мамы есть БРСА-мутация, которая будет у нее, которая приводит к раку молочной железы и раку яичников. У нас такие пациенты тоже есть, у которых есть мутации, которым мы тоже предлагаем оперативное лечение, предотвращение, то есть профилактическая мастектомия с установкой имплантов, которая делается в нашем диспансере. И этим пациентам мы полностью избегают развития рака молочной железы. Например, есть облигатные предраки, например, это полипы кишечника, когда проводится колоноскопия, мы делаем полипэктомию, то есть у этого человека не будет рака толстой кишки, то есть не будет инвалидизации пациента, не будет выведения колостомы. Это очень хорошо. Мгм. То есть, насколько я понимаю, ну, помимо того, что вот есть такая предрасположенность, самое главное, ну, безусловно, здоровый образ жизни, о котором говорят вообще все врачи. Да, здоровый образ жизни – это хорошо. И самое главное еще диспансеризация и обследование. Но он же, тем не менее, невозможен при нашем жестоком ритме жизни постоянно соблюдать. Ну, надо стараться. А вот есть ли такие случаи, когда человек, ну, буквально вот абсолютно, я понимаю, абсолютно здоровых нет, но вот он соблюдал все предписания врачей, но, тем не менее, у него что-то да выявили? Ну, рак не возникает на здоровом органе. Вообще не возникает. То есть этот орган у него был больной. Мы же говорим о диспансеризации, которая обязательная диспансеризация. Это молочная железа, консультация гинеколога, там онкомаркеры, да. Кал на скрытую кровь – это обязательно, но также можно делать УЗИ брюшной полости, УЗИ малого таза, рентгенография органов грудной клетки обязательно делается. Вплоть до, например, гастроскопия, да, которую можно делать раз в 3 года, и колоноскопию тоже делать. Но не все пациенты, вообще не все люди пойдут на это. Но хотя бы минимум, который обязателен, надо делать. Татьяна Николаевна, давайте еще поговорим вот про что. Пациенты с онкологическими заболеваниями зачастую страдают от таких немного упаднических настроений. Насколько важно здесь психологическое состояние? Очень важно, потому что от психологического настроя пациента зависит очень много, как он будет настроен на лечение, на излечивание. То есть, у нас были такие прецеденты, когда пациент с 4-й стадии, допустим, терминальной, да, и был настроен, он говорит, я буду жить, и он действительно жил несколько лет, и это очень даже поразительно. А люди бывают, которые с 1-й стадии, которым жить и жить впереди, а настрой был прямо упаднический, и, конечно, это ни к чему хорошему не приводило. У нас есть на сегодняшний день программа «Антирак» и программа «Выжившие», где пациенты, которые перенесли данное заболевание, они сейчас делятся своим опытом. С ними еще работает наш главный внештатный онколог Иванова Федосия Гавриловна, которая с ними проходит прогулки с онкологом, у них так называется. Также у них работает психолог, потому что действительно это психологическая травма не только для пациента, но и для их родственников. Это очень серьезная травма. Поэтому надо обращаться, не закрываться в себе, а именно ходить в ту же самую программу «Антирак» надо ходить, разговаривать с теми пациентами, которые уже перенесли это заболевание, и понимать, что все будет хорошо, если у вас будет хороший настрой. И главное доверять врачам. Да, это обязательно. В любом случае нужно всегда идти к врачу. Не нужно заниматься самолечением. У нас очень много проблем возникает тогда, когда пациент знает, что у него есть опухоль, но он не обращается, начинает идти к экстрасенсам, лечиться, тем самым упускает то самое важное время, когда можно этому пациенту еще помочь. Татьяна Николаевна, есть ощущение, что онкология и заболевания раковые, они стали менее табуированы в нашем обществе? Это, конечно, к сожалению, болеет
очень много людей, да, и почти каждый имеет знакомых, там, родственников, не дай, которых столкнулись с таким заболеванием. И люди понимают, если раньше, например, когда я еще только пришла на работу, некоторые даже думали, что это заразное заболевание, то сейчас к этому так не относятся, понимают, что эти такие же люди, как и все. Они одинаковые, это обыкновенная популяция, но у которых имеется вот такое заболевание. Но им надо помогать в плане психолога. Вот. Они не должны оставаться одни. То есть не нужно от них вот скрываться, закрываться. Им надо идти к ним навстречу. Татьяна Николаевна, наше эфирное время с вами подходит к концу. Время пролетело просто незаметно. Давайте в заключении постараемся на позитивную ноту вырулить. Топ-3 совета, как избежать рисков даже развития онкологических заболеваний. Диспансеризация, обследование, здоровый образ жизни. И не надо зацикливаться. Если какое-то появилось недомогание, которое вас беспокоит, обязательно обратитесь к врачу. Не нужно откладывать это в долгий ящик или потом, через месяц, через два, там работа мешает. Надо обследоваться. Тем более у нас сейчас такие уникальные возможности для обследования. А если обследование провести вовремя, это будет выявлена злокачественная опухоль на ранней стадии или, допустим, даже предраке, то есть можно вообще предотвратить это заболевание, то это, я считаю, не пользоваться этим плохо. Я с вами могу только согласиться, Татьяна Николаевна. Благодарю вас за столь интересную беседу. Желаю вам успехов в столь нелегком труде, а вашим пациентам самое главное здоровья. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Спасибо большое. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.